Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы продолжаем прямые эфиры с кандидатами в президенты Абхазии. Помимо бесплатных эфиров, распределенных Центральной избирательной комиссией, абхазское телевидение предоставляет кандидатам возможность принять участие и в дополнительных эфирах продолжительностью 30 минут. И первый такой эфир пройдет сегодня с кандидатом в президенты Абхазии Астамуром Какалия. Добро пожаловать, Астамур Валерьевич. Вы уже были в нашей студии и знаете правила. Сразу после видеоролика с вашей биографией мы запускаем таймер. За таймером будут наблюдать и наши телезрители. Какалия Астамур Валерьевич родился 4 января 1976 года в городе Сухум. В 1992 году окончил 17-ю среднюю школу города Сухум. Тем же летом поступил в АГУ. С июня 1993 года по октябрь 1993 года рядовой Гудаутского военного гарнизона. После войны продолжил учебу в Абхазском государственном университете и в 1999 году получил диплом экономиста. С 1994 по 2000 годы контролер Сухумского рынка. С 2000 по 2001 годы переводчик «Премьер Урженс». Занимался реконструкцией и ремонтом крыш по всей Абхазии. С 2002 по 2003 годы работал в коммерческой фирме города Москвы. С 2004 по 2005 годы референт-руководитель администрации президента Республики Абхазия. С 2005 по 2007 годы полномочный представитель Приднестровья в Абхазии. С 2007 по 2015 годы ревизор Сбербанка Республики Абхазия. С 2010 по сей день частный предприниматель. Автор исторического романа «Гостеприимное море». Женат, отец одного сына. Астамур Валерьевич, в одном из своих постов в Фейсбуке вы говорите о том, что не понимаете тех, кто в нынешней ситуации стремится в президенты. Цитирую, так как эта должность, по вашему мнению, расстрельная. Однако вы сами хотите стать президентом. Почему вы так уверены, что вам удастся провести кардинальные реформы и изменить сложившуюся систему? Сара Такасот, Абриисыз, Ануха, Апсилманша, Хашша Икунху Апсна, Убурты Рыдыснахал Растахуб, Иисыз Курбан Нуха, Акучара, Куагубзира, Гуамчер Зейхис, что-то Тынчера Зейхис счет, Садин Ласкирсяну Паха, Обстаз Разлейла Скалала, Убыс Ятахуб Хасабхедзот, Аджа Амар Галатпу. По поводу вашего вопроса, Ирина. Сам пост, это был перепост, это еще давнишний пост, то есть это не тогда, когда я баллотировался. Но на самом деле я не отрекаюсь от этих слов. Если проводить серьезные структурные преобразования, то это, по сути, расстрельная должность. Возможно, в буквальном смысле этого слова. Теоретические шансы есть у каждого кандидата. И, возможно, допустим, если бы избрали меня, то я бы сделал следующее. В первый же день был принят указ о всеобщем декларировании должностными лицами по всей Абхазии, от Ингора до Псо, декларации. Вот как мы, кандидаты в президенты, заполняли. Заполнит каждый, заполнят их супруги, братья, сестры, совершеннолетние дети, родители, кто живы. Дальше вся эта информация будет опубликована на открытом сайте Министерства по налогам и сборам. Там же будут указаны источники доходов. То есть я получаю зарплату такую-то, источники доходов такие-то, имею в имуществе вот, там, машину, дом, двор и так далее. При значительной разнице, это общемировая практика, она считается незаконным обогащением. Чиновник покидает свою должность
и должен в судебном порядке доказывать свою невиновность, законность происхождения своих средств. Ну, вы еще и предлагаете ввести уголовную ответственность. Да, за конечно. законы. Пока, если даже парламент не принят, парламент во втором чтении принял закон. Но если даже парламент еще не принял, во-первых, я сам бы пошел в парламент, привел бы вас. И вот прямые эфиры бы устраивали по голосованию, как этот закон проходил, он гораздо быстрее прошел бы, я думаю. А исполнительная власть может ввести внутренним указом, распространить на всю исполнительную власть, президент может распространить эту норму. И просто увольнять людей со службы, которых разница гигантская. Вас никогда не удивляло, Ирина, люди, очень маленькая зарплата на госслужбе. И такое бешеное соперничество за должности с таким маленьким окладом. Абравюсь старокарацу. Мне кажется, что не всегда, но зачастую именно незаконное обогащение и является реальной целью не всех, но значительного числа карьеристов. Если убрать это незаконное обогащение, то у нас по этому незаконному обогащению, вы знаете, у нас, я думаю, сотни госслужащих покинут госслужбу. Это в течение недели, 10 дней. Сотни. То есть у вас в биографии все нормально, Ирина, потому мы можем, допустим, моделировать ситуацию с вами. Мне не надо вас разоблачать. Гневные там тирады где-то. Зачем? Документы. Вы заполнили декларацию. Я вам говорю, Ирина, вы знаете, вам стоит покинуть службу. Ну, либо вас в судебном порядке, оттуда просто вы идете в суд, я вам предлагаю, вы идите в суд, доказывайте, как вы на 20 тысяч купили там 3 гостиницы, там, 2 пансионата построили, как вы перевели это в частную собственность. Ну, будете рассказывать, вам же хуже будет. Лучше просто уйдите. Правильно? И вы уходите. У нас любят в интернете особенно, и да и госмужи наши тоже любят стращать. 10 лет руководства, 15, 20, как в Китае, там расстрелять и так далее. У нас такое количество коррупционеров, что если уже начать стрелять, знаете, есть такое выражение, крыса, загнанная в угол, становится тигром. Надо дать возможность уйти им с госслужбы. И только по мере укрепления госслужбы начать и сроки, и конфискации, только после этого. Если сейчас резко это сделать, они люди дружные, отстаивать интересы свои умеют, родни много, да и СМИ у них свои есть, и у каждого, да. Они нам просто гражданскую войну объявят, а с учетом их огневой мощи неизвестно, кто эту гражданскую войну победит вообще. Понимаете? Поэтому сначала президент должен декларировать всех, и сам тоже декларироваться, имущество декларировать. И поэтому, сами понимаете, после этого он будет враг сотням очень влиятельных людей. Ну вот почему, да, вы считаете, что расстрельная все-таки должность? Так, после того, вы как думаете, что наше общество не готово к таким переменам? Не готово. Даже наше общество не готово. Не то, что... Вы знаете, наше общество... Почему так трудно продвигается наша идея? Наше общество не в какой-то своей части настолько привыкло подыгрывать коррупционерам, чтобы трудоустроиться. Отчего вот эти все перманентные политические кризисы, борьба за власть? Вы думаете, на самом деле люди фанатеют с политиков? Ничего подобного. Люди хотят трудоустроиться. Вот если вы мне родственница, если у меня с вами хорошие отношения, я хочу, чтобы вы были представлены во власти, и вы меня трудоустроите. То есть вопрос банального трудоустройства идет, борьба за рабочие места идет. Мы предлагаем реформировать госслужбу согласно международным стандартам. Не имеет смысла. Почему мы настаиваем именно на зачистке по этой статье? Незаконное обогащение очень легко доказать, особенно в маленькой стране. Легче, чем убийство доказать. То есть орудие убийства можно спрятать, труп можно спрятать. Большие активы в Абхазии, в маленькой стране, чтобы никто не знал, вы не спрячете. Вы переоформите, это вылезет, и это будет очень мучительный процесс. Доказывание этой статьи очень легкое. Причем бремя возлагается на самого
человека, обвиненного в незаконном обогащении. Это не нарушает презумпцию невиновности. Даже те страны, которые не приняли презумпцию невиновности, не приняли 20-ю статью, как США, все равно у них незаконное обогащение является преступлением. Просто бремя доказательства этого преступления лежит на следствии. То есть это я должен доказать, что вот эта разница у вас криминальная. А если вы, американский чиновник, не сотрудничаете со следствием, не даете показания или даете лживые показания, вы все равно лишаетесь работы. То есть во всех цивилизованных странах эта норма действует в той, в более жесткой или в более мягкой степени. Когда вы увольняете десятки, сотни людей, которые уже скоро сыновей, внуков, по наследству скоро, это почти феодальная власть уже, понимаете, они корни пустили. Когда вы их начнете вот так вот в один день объявите вне закона, ну, естественно, у президента будут большущие проблемы. Но здесь надо просто выстоять. Здесь надо выстоять. По конкурсу набирать людей, и вот они будут опорой новой власти. Вот если вы меня по конкурсу знаний, не по родству, не по блату, провели на госслужбу, я буду поддерживать эту новую власть, зная, что она более справедлива. Это очень будет болезненный процесс. Наши люди как-то представляют себе сказочного героя, вот он пришел, и все изменилось. Ничего подобного. Без вот этих стандартных правил ничего не заработает. Любые реформы осуществляет госслужба. Нет смысла, Ирина, писать программы, которые никто не будет осуществлять. Коррупционеры заточены на то, чтобы осваивать деньги. Какую-то программу написали. Пока вы меня с госслужбы коррупционера не уберете, никакого смысла в ваших программах нет. Более того, мы считаем, что наша программа лучшая и наиболее действенный удар по преступности коррупционной, да, это именно 20-я статья и конкурсный подбор кадров. Когда наши политики говорят о какой-то там сложности, якобы в имплементации этой статьи, на самом деле, я считаю, это не аргументы. Это не аргументы, это отговорки, понимаете? Якобы мы не можем определить понятие должностное лицо. Понимаете? Якобы этот закон требует каких-то дополнительных финансовых вливаний. Каких дополнительных денег требует бланк декларации и его увешивание на сайте Министерства по налогам и сборам? Это копеечное дело. Наоборот, эти реформы как раз таки экономят бюджет. Я, например, вижу эту ситуацию так, и поэтому, нет, если на самом деле прийти просто там, вы знаете, у евреев такое было в Древнем, в Ветхом Завете, козел отпущения. Все племя шло, рассказывало все свои грехи животному, а потом прогоняли его в пустыню. Это считалось для древних первобытных людей справедливостью. Можно найти одного-двух коррупционеров, дать им по 30 лет, да? Но это не справедливость, это профанация справедливости, на мой взгляд. Ну, может, тогда обязать все население декларировать? Может, тогда принять этот закон, да, декларирования доходов не только по отношению к чиновникам и госслужащим, а ко всему населению, Да, чтобы каждый гражданин Абхазии декларировал свои доходы, вы и знаете, тогда... Мне очень не нравится, когда политики, как заложниками, прикрываются учителями. Дескать, их тоже надо декларировать. Сначала надо вывести из тени нашу хваленную госслужбу. Понимаете? Вы заметьте, ни одна весомая политическая сила во главу угла этот вопрос не ставит. С чего бы? А? Надо сначала госслужбу выводить из тени. Часто говорят, давайте выведем экономику из тени. Да? Давайте покажем пример, выйдем сами. Пусть госслужба выйдет из тени. Да, в тени, и многие предприниматели скрывают свои доходы. Сначала из тени должен выйти президент, парламент, судейская власть, министры, замминистры. Вот все они выйдут из тени, а вот потом дайте декларировать всех. Я за. И вы эту функцию по контролю возлагаете на Министерство по налогам и сборам?
Вот я часто слышу, нам какой-то новый орган. Никакой новый орган не нужен. У нас этих органов, борющихся с коррупцией, предостаточно. Бюджеты на них большие идут. КПД, как бы это поделикатнее выразиться, не ахты. Да? Весь замысел этой статьи именно в том, что если вы покупаете одно ведомство, и оно вас не преследует, вам придется купить и другое, и третье, и пятое, и десятое, и в конце вы все равно получаете проблему. Понимаете? То есть у вас не хватит просто банально денег купить всех. Ограбление перестает быть рентабельным. Понимаете? Зачем воровать 100 рублей, если 100 рублей вы раздали, обложены коррупционной данью? А зачем красть-то? Астамур, вы экономист по образованию. Вы знаете, я работал в разных организациях. Когда нам говорят, что по закону, это неправда, это ложь. У нас очень законопослушный народ, именно вот двусмысленный. Трактуемый закон позволяет незаконному обогащению и вот таким вот преступлениям совершаться. В сегодняшней Абхазии, чтобы вы знали, абсолютно законно при 20 тысячах официальной зарплаты быть миллиардером. Вот если я при 20 тысячах миллионер, я на ваши вопросы имею право не отвечать вообще. Это абсолютно законно. Нам говорят, у нас много законов. МЦОП. У нас много законов, но нет ни одного, по которому чиновники декларировали бы свою собственность и отвечали бы за разницу. Ни одного. У нас много законов, но нет ни одного закона о конкурсном, обязательном конкурсном подборе кадров на госслужбу. Понимаете? То есть у вас много чего есть, но у вас нету главного. У нас нету главного. Вы экономист по образованию, да. И в своих интервью очень часто говорите о необходимости поддержки предпринимателей и создания таких условий, да, при которых бизнес в Абхазии будет процветать. Что конкретно вы предлагаете? Если реформы, то какие? Вот те люди, которые будут уволены даже по этой статье, вот смотрите, вот я коррупционер, я имею деньги, да? Меня наконец-таки отстранили без права восстановления на госслужбе. Куда я пойду? Я что-нибудь открою. Кафе, там, мастерскую, я что-нибудь открою. Даже вот наши коррупционеры такой вот саккумулировали финансовый капитал у себя, что даже это будет инвестициями в экономику. Понимаете? Это раз. Второе. Если не помогать финансово встать на ноги, если не помогать кредитами, если не помогать логистически. Да. Вот у нас говорят о поддержке сельхозпроизводителя. Что мы предлагаем? Отменяем пошлины в ноль. То есть вырастили орех, вырастили мандарин. Как угодно продайте, уберите в ноль. Вы скажете, откуда деньги, да? Надо деньги брать не с нашего гражданина, который орех отправляет из Абхазии в другие страны, а с чужого производителя, который к нам товар отправляет. Вот, допустим, поставим, есть же таможня на реке Ингур, есть таможня. А зачем она там, что она там собирает? Таможня есть. А может и НДС пусть собирает, может и все... У нас нет официальных торговых отношений с Грузией. Вы знаете, дьявол кроется в деталях. У вас и как бы нет официальных, но у вас как бы все, половина рынка у вас товары из Грузии. Те, кто работает с Россией, платят все пошлины, НДС, все платят. А границы с Грузией якобы нет. Ну, товарооборота якобы нет. Они ничего не платят. Вы знаете, это не честная конкуренция в отношении тех людей, которые работают с Россией. Поставьте таможню. Я никогда не верю, что вот товар просто гуманитарно проходит через реку. Да? Я никого не обвиняю, не пойман, но я никогда не поверю, что он вот так вот просто по интернету попадает на Сухумский рынок. Поставьте таможню, взимайте платежи и компенсируйте ущерб от снятия пошлины. Более того, у вас еще дополнительные деньги останутся. Потом просто банально купите или арендуйте рынок в Краснодаре, в Москве. Обратитесь к правительству Российской Федерации. Надо обращаться к ним. Надо не просто на банкеты и сфоткаться, поехать туда. Надо во все двери стучать.
Наш производитель, у него гниют фрукты, у него гниет продукция. Мы должны прорывать экономическую блокаду. Любой ценой надо покупать рынок в Москве, рынок в Краснодаре, заключать договора. Можно обмен делать для их продукции, здесь сделать, да, какой-то рынок сбыта. То есть наладить логистическую связь, дать им возможность реализовать эту продукцию. Сейчас не время с калькулятором бегать за этим. Новое налогообложение, новое. Это мое предложение такое, оставьте это налогообложение. Надо В смысле оставьте налогообложение? Минимизируйте его. Минимизируйте его. Не вводите ни в коем случае ничего дополнительного. Ряд налогов, как пошлина за сельхозпроизводство, вообще убирайте в ноль. То есть сейчас надо реанимировать наш частный бизнес. Ну, за счет чего будет пополняться государственный бюджет? Я вам объясняю. Прежде чем вы когда урожай собираете? Вы посеяли, она взросла. Знаете, есть такой анекдот. Сельхозвыставка была, разных американцы говорят, мы 2 урожая риса собираем в год. Там кто-то говорит, 3 собираем. А северокорейцы говорят, 2 урожая собираем в день. Те говорят, почему, как в день собираете? Так быстро растет? Говорят, нет, просто кушать хочется. Поэтому дождитесь, пока они, не обезжиривайте сейчас частного производителя. Сейчас совершенно не время, понимаете? Люди в долгах, продукция не реализовывается, спрос падает, производство всего падает, понимаете? И сейчас дожимать, да, налоговая хорошо работает, отлично работает, но если они дальше, еще вы им сильнее задание поставите, да, и они еще лучше отработают это задание, вы просто лишитесь частного предпринимательства, получите армию безработных, и вы заплатите в 10 раз больше. Вот, например, вас никогда не удивляла у нас забота об экологии часто, да? Лес продают в Абхазии, да? Абна Хрущаутер ТВ. Можно прокредитовать наших предпринимателей, чтобы они собирали мебель в Абхазии. Это не бог весть, это не ядерные технологии. Их можно притащить в Абхазию. Притащите их, прокредитуйте, дайте им возможность наладить производство той же мебели. Вот обратите внимание, наш БУК отправляется в Турцию, а с Турции нам привозят мебель. Зачем? Здесь опять Можно возникнет пригласить вопрос экспорта, турецкого технолога. выхода на внешний рынок. Здесь опять возникнет вопрос экспорта, выхода на внешний рынок. Наш внутренний рынок не настолько велик, чтобы... Нет. Во-первых, наш внутренний рынок есть, раз. Второе, у вас рядом с вами Российская Федерация. Огромный рынок. Для маленькой Абхазии это колоссальный рынок. Даже при желании его освоить не сможем. Приглашайте технолога, налаживайте оборудование. Дерево вы имеете. Производите, отправляйте в Россию. И на внутренний рынок. Возможно, и в Турции, если хорошие у вас цены будут. Понимаете? Вопрос, как привлечь инвестора? Как изменить инвестиционный климат в Абхазии? Во-первых, безопасность. Как у нас инвесторы приезжают в Абхазию? Они приезжают к высшим должностным лицам, потом те поручают их кому-то, и вот они патронаж осуществляют. Это не те инвестиции. Самые большие инвестиции банковские. Мы предлагаем допустить российские банки на территорию Абхазии. Мы предлагаем вот простейшие вопросы, да, вот на границе, вот часто говорят, это тоже связано с инвестициями, с климатом в стране. Сотрудничество с Российской Федерацией, там, аэроплан Хоколот и так далее, и у нас прожекты. Давайте комиссию организуем по открытию всех окошек на реке Псол. Просто всех. Давайте напишем письма в администрацию президента России, в Госдуму. Обратимся в Минкавказ. Из 10 окошек 5 не работает. Давайте как-нибудь, пожалуйста, чтобы остальные тоже заработали. Вот это простейшие вещи. У нас вот эта проблема нефти, допустим. Да?
проблема нефти. Вас никогда не удивляло. Вот столько времени прошло, договор подписан на нефти, правильно? Ее добывают. Нет. Для добычи нефти нужны транспортные пути. Ну, пока еще договор только о разведке речь идет. Уже 7 лет прошло. Так нефть не добывают. Там, это... Ну, о добыче пока и не идет речь, и договор предполагает только У разведку. нас, знаете как, у нас интернет пестрит, как нефть вот-вот разольется, добыча еще не начата. При всем моем уважении к этому человеку, Александр Золотинский говорит о какой-то потере 5 миллиардов рублей. Российская компания сегодня не будет пока, на мой взгляд, я как экономист говорю, нужны подъездные пути, они не собираются еще ее добывать. Нет подъездных путей, нет цистерн, нет вышек, нет насосов. Эту нефть, как вы ее окупила Тюфгома. Дальше вы должны ее отправлять по ЖД, наш порт не примет танкер, в Новороссийск ее должны отправлять. Дальше это все увидит спутник американский, пойдут санкции, и так Роснефть с ними воюет постоянно, да? То есть сейчас за ту нефть, которая неизвестно какой выхлоп будет, цена, вчера я смотрел, $57 за баррель, она сейчас не рентабельна. Говорят, мы 5 миллиардов потеряли, если бы вот, дали бы добро. Даже дали бы мы добро, эту нефть никто не добывал бы сейчас. Более того, у нас говорят, нефть разлилась, она еще не разлилась, но нам показывают картинки, как она разливается, от года в год. У нас экологическая катастрофа, там канализация разливается в городе. Она свершилась, как экологическая катастрофа, а нас все какими-то вот, знаете, как химерами какими-то постоянно вот отвлекают в сторону. Мы говорим, слушайте, давайте оставьте вот эти будущие дела и давайте заполним декларации, давайте обсудим это, давайте обсудим прямые выборы глав администрации, то, что можно сделать сейчас. Прекратите уводить в сторону постоянно нас, понимаете? Вот что мы говорим. Хотелось бы, раз вы затронули тему нефти, вот такие вопросы острые, да, у нас периодически в Абхазии создают вот такие вот неспокойные общественно-политические Это все СМИ ситуации. создает, и те политики, да, которые на ведут эти СМИ, все создают. Происходит противостояние оппозиции, власти. Вот как вы предполагаете, вот если вы станете президентом, как вы предполагаете решать вот такие спорные моменты, как вы вообще Да будете любой здравомыслящий человек контактировать с решает это оппозицией? просто. По статье увольняет всех, вне зависимости от того, кто сторонник, кто не сторонник, кто какой партии принадлежит. Всех по статье, те, кто хотят прийти с багажом бывших чиновников там, и так далее, да, проверяете их по декларации, подходят, не подходят, увольняете, все. Нет, вы или не услышали вопрос. Нет, я нет, про оппозицию. я вот, услышал вопрос. да. Никакого значения не имеет принадлежность к партии. Пускай человек вообще беспартийный будет, никакого значения не имеет. Для работы на госслужбе никакого значения партийная принадлежность не имеет совершенно. То есть диспетчер Сухумского аэропорта, если даст Богу он откроется, не имеет никакого значения, он в какой там Вайнаре, в Амсахаре, нет никакой разницы. Абсолютно. Он должен быть хорошим диспетчером. Все. Значит, если в случае, когда он не согласен с какой-то позицией власти, да, и он оппозиционер, я не совсем понимаю вот ваш ответ. А это очень новая модель для Абхазии. У нас же не так. У нас же вся история наша не так. Я президент, назначаю своих, кто меня хвалит, их назначаю. Это же вот так у нас, правильно? А мы предлагаем новое. Ну вот за что вы будете ругать президента, который по этой статье зачистит госслужбу, возьмет людей по конкурсу, устроит прямые выборы глав администрации, будет поддерживать малый бизнес. То вот и мы предлагаем, например, сокращение ГАИ, переводов ППС, да? Да? Вот такие реформы простейшие. ГАИ это анахронизм. Нигде вот, кроме вот, я не знаю, у нас, может, там где-то в Средней Азии еще осталось, в России. Какой смысл на посту проверять семьянина, там техпаспорт истек, не истек, нарушит он что-то там и так далее. Вот его вот этот... Делите, здесь даже не надо быть милиционером, чтобы понять. Это простейшие вещи. Делите город на участки, вот вам снижение уличной преступности. Президент, который будет осуществлять такие реформы,
Ну, из-за того, чтобы его сместить. А зачем его смещать, такого президента? Чтобы привести опять тех, которые группой будут. А потом у нас, знаете, как это? Это вообще верх фарисейства. Когда дорогу молодым, говорят, да? И вот это племянников, сыновей, внуков. Ну это ж тавада ямстерам-то. Мы же в 21 веке. И мы вот сейчас вот это полусредневековую модель и так далее. Да? Меня знаете, что еще удивляет? Очень злит, кстати, я пытаюсь сдерживаться, но наши политологи, чиновники, они ездят в Европу. И фотографии я не был. Они ездят, фотографируются там на фоне там, Вестминстерского аббатства или откуда-то. Ты им говоришь, а прямые выборы глав администрации? Пиар. А декларирование чиновниками собственности? Да, это пиар, это ерунда. Конкурсный подбор кадров на госслужбу? Да нет, это популизм, говорят. Понимаете? Астамур, я не хочу вас перебивать, но у вас Это- очень мало времени. Им Я надо хочу, в Чад ехать, в Эритрею. Вот там нормально, это ментально они там. Да, у вас остается совсем мало времени на Я обращение знаю. к гражданам. Буквально вот минута с небольшим. У вас есть возможность обратиться к своим избирателям. Мы планируем, если вы доверите нам, широкую поддержку малого бизнеса. Я думаю, что надо даже мелкие долги банковские простить нашим ИПшникам, МОшникам. Простить надо просто. Это не какое-то нововведение, это во многих странах делалось. Нам надо сделать упор на развитие частного предпринимательства. Вы скажете, что у нас мало шансов. Это зависит от вас, от избирателей. Боюсь, что и у вас не будет много шансов, если вы по-прежнему будете лавировать между основными политическими группировками, экс-властью или сегодняшней властью, и будете пытаться угадать, кто же станет президентом, и попытаться с ним подружиться. Это не тот путь. Мы хотим поддержкой малого бизнеса сделать людей в Абхазии независимыми. Независимыми от того, кто будет президент, премьер, мэр. Неважно, чтобы человек был независимым. Не может человек бедный, нищий быть независимым. Он может голодать и просто Да. погибнет. Останется независимым, но просто зарадался. Это Астамур, мне очень неловко вас перебивать, но время все-таки закончилось в эфире. И спасибо вам за беседу. А я напоминаю, что мы работали в прямом эфире. На наши вопросы сегодня отвечал кандидат в президенты Абхазии Астамур Какалия. Беседы с кандидатами в президенты и вице-президенты Абхазии смотрите в прямом эфире абхазского телевидения каждый вечер до 23 августа. А 23 августа на нашем канале состоятся дебаты с участием всех кандидатов в президенты. Всего доброго и до встречи в По эфире. поводу дебатов хотелось бы... Уже нет?